Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. От Москвы до Магадана Федерация независимых профсоюзов России проводит юбилейный автопробег. Какой он, будущий учитель? В Грозном завершился длившийся 3 дня предварительный этап конкурса «Будущий учитель». Деньги счет любят. В Большом зале Дома профсоюзов состоялся второй пленум Ревсовета профсоюза. Москва-Магадан. Федерация независимых профсоюзов России проводит юбилейный автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, 110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию со дня образования ФНПР. Эта акция призвана прежде всего показать всей России, что профсоюзы свято чтят память защитников нашей Родины и выступают против провокаторов и разжигателей новой войны. 14 марта участники автопробега достигли Чеченской Республики. На границе с Ингушетией их встретили хлебом с солью руководители и активисты профсоюзных организаций республики во главе с председателем Совета профсоюзов Чеченской Республики Хусейном Салтагиреевым. Штатные сотрудники профсоюза образования также приняли участие в мероприятии. Мы собрались в условиях непростых, когда те, которые потомки проигравших, пытаются переписать историю и снизить значимость нашей победы, победы наших отцов, дедов, тружеников тыла. И очень символично, что именно профсоюзы, которые стоят на страже интересов трудящихся, проводят данный автопробег. На следующий день утром в Грозном на площади у мемориального комплекса «Аллея славы» имени Ахмад-Хаджи Кадырова состоялась церемония возложения цветов и митинг, организованный Советом профсоюзов республики. Там же они встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями республиканских властей. Сегодня о победе мы можем много говорить, но посмотрите вот эту площадь цветущую, красивую. 42 год, август-сентябрь. Вот здесь самая сильная битва на Кавказе, воздушная была. Старались Грозный взять не могли. Когда не могли взять, здесь главные подвиги, если в Сталинграде были снайперы и артиллеристы, то здесь летчики и пожарники. Наш пробег, подчеркнул Михаил Шмаков, председатель Федерации, прежде всего посвящен дате 70-летия Великой Победы, и поэтому мы его проводим и по городам-героям. И вот сейчас мы на земле Чеченской Республики. Здесь, вот именно здесь был остановлен враг, который рвался грузинской нефти, бакинским нефтепромыслом. И героический подвиг наших предков, наших отцов спас, во-первых, от разорения всю страну, и, во-вторых, сломал хребет всей фашистской военной машине. Мы своим путем, маршрутом как бы связываем Москву, самую крайнюю юго-западную точку России, теперь это Севастополь, и самую крайнюю точку северо-восточную, это Магадан. И вот такая невидимая нить связывает все субъекты Российской Федерации, хотя мы проедем только по 40 субъектам, то есть по половине. В ходе автопробега его участники намерены проехать 40 регионов нашей страны и посетить 9 городов-героев России. Завершится профсоюзный автопробег в городе Магадан. Одна из задач автопробега – показать, что профсоюзное движение твердо стоит на позиции защиты интересов трудящихся, сохранения их рабочих мест, повышения заработной платы, создания безопасных условий труда и сохранения социальных гарантий. Деньги счет любят, это знают все. Бюджет организации надо сформировать так, чтобы в течение года не возникали вопросы и проблемы. В профсоюзе четко отлаженная система по начислению членских взносов и по отчислению в фонд социальной помощи учителям. На очередном пленуме Совета профсоюза рассмотрели бюджет организации. В Большом зале Дома профсоюзов состоялся второй пленум Ревсовета профсоюза образования, рассмотревший ряд актуальных задач, стоящих перед организацией. В повестку дня были включены вопросы, касающиеся учетной политики, прекращения полномочий некоторых членов Ревсовета, исполнения доходной и расходной части профсоюзного бюджета. Ну и самое главное, пленум утвердил бюджет профсоюза на 2015 год. В целом смета нашей организации выполнена. У нас наиболее такие крупные статьи сметы бюджета. Это я могу назвать оказание материальной помощи членам профсоюза,
В основном статьи затрагивают жизнь членов профсоюза, первичных профсоюзных организаций. Если говорить в количественном составе, сколько членов профсоюза получили материальную помощь, то около 3000. Далее также Чеченская республиканская организация профсоюза занимается оздоровлением членов профсоюза. 402 члена профсоюза смогли оздоровиться за счет членских профсоюзных взносов. Это такие наиболее крупные статьи. Ну, у нас в прошлом году был огромный ряд мероприятий, проводились профсоюзные мероприятия, и также предусматривалось награждение членов профактива. По словам заместителя председателя профсоюза образования Медины Досиевой, за прошедший год исполнение доходной части бюджета составило 81%, расходной – около 99%. Причиной такой разницы – сохраняющаяся задолженность по членским взносам, а также неправильное перечисление профсоюзных взносов в некоторых районах республики. Но, к сожалению, вот 800 с лишним первичных профсоюзных организаций, 801 первичная организация. И когда мы в рабочем порядке сталкиваемся с проблемами неуплаты или несвоевременности уплаты членских профсоюзных взносов, мы сразу созваниваемся и с представителями в районах, да, также с председателями первичных профсоюзных организаций, с бухгалтериями. Прямой контакт у нас, и в рабочем порядке мы, конечно, решаем эти вопросы по погашению задолженностей. Те вопросы, которые были затронуты именно на пленуме, до конца марта месяца, то есть до 31 числа, мы должны полностью погашение задолженности за 2014 год, то есть, в общем, погасить задолженность. До 30 апреля текущего года необходимо провести выездные совместные бухгалтерские сверки организаций, имеющих задолженности по членским профсоюзным взносам, для решения вопроса их немедленного погашения, добавила Медина Досиева. В ходе заседания некоторыми представителями первичных организаций были выдвинуты предложения по увеличению кредитного займа Фонда социальной поддержки учителей и продлению срока его выплаты. Напомним, что члены фонда перечисляют 500 рублей ежемесячно. Несмотря на набравшуюся сумму, член фонда может взять кредит в размере до 50 тысяч рублей. Главное, кредит беспроцентный. И оздоровительные займы выдают в первую очередь. По мнению представителей Райсовета, социальная и финансовая поддержка членов профсоюза, педагогических работников, осуществляемая фондом, остается по-прежнему одним из основных, наиболее актуальных направлений работы в деятельности всего профсоюза. Если у нас потолочная сумма, максимальная сумма – это 50 тысяч рублей, то сейчас очень много и рекомендаций, и пожеланий, даже и письма нам на электронный адрес пишут члены-пайщики, да, чтобы подняли ставку займов, то есть до 70 тысяч рублей. Направлении поднимался этот вопрос тоже, мы его обсуждали, но, к сожалению, пока сейчас, на сегодняшний момент, мы не готовы предоставлять именно повыше эту сумму 70 тысяч рублей. Почему? Есть несколько причин. Первая причина – у нас не достигло количество членов фонда всего. У нас пока сейчас еще 6 с лишним тысяч человек, 6436 вот было буквально месяц назад, да? А для того, чтобы предоставлять большую сумму займа, то есть тогда уже нужно нам больше пайщиков. Хизир Магомедович Герзелиев, подводя итоги работы пленума, отметил важность существования такого подспорья для педагогов, всех работников учреждений. ФСПО – это социально-экономическая поддержка педагогов, которая в перспективе будет лишь набирать свою актуальность. Необходимость такого фонда очевидна, подчеркнул он. И мы с учетом запросов нашего учительства и дальше будем развивать эту форму его социальной и финансовой поддержки. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Я работаю учителем физики в городской школе и имею 16-часовую недельную нагрузку. Засчитается ли этот период работы специально трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии? Нет, не засчитается, так как для этого необходимо отработать норму часов в неделю, принятую за ставку, то есть не менее 18 часов в неделю. А это обозначено в пункте 2 приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года о продолжительности рабочего времени, норме часов педработника за ставку заработной платы.
Я председатель первичной профсоюзной организации в школе. Когда возникает необходимость участвовать в профсоюзных мероприятиях, работодатель отказывает мне в кратковременном освобождении от основной работы и не отпускает. Что делать в таких ситуациях? В первую очередь и вам, и работодателю необходимо ознакомиться с содержанием статьи 374 Трудового кодекса РФ, в абзаце 3, которой сказано, что члены выборных коллегиальных органов, профсоюзные активисты, то есть все те, кто задействован в выборном органе профсоюзной организации, освобождаются от работы на время проведения профсоюзных семинаров, конференций и прочих мероприятий. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени на участие в вышеописанных мероприятиях обязательно нужно обговорить в коллективном договоре. То есть отдельным пунктом предусмотреть данное условие в коллективном договоре. Кто имеет право на налоговый вычет на детей и как его получить? Порядок и суммы предоставления налогового вычета на детей регламентируется статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации. Право на налоговый вычет на детей имеет каждый из родителей ребенка или приемные родители, опекуны. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением о предоставлении налогового вычета к работодателю и приложить к нему необходимые документы, такие как, например, свидетельство о рождении, справка с места учебы студента, справка об инвалидности, справка с места жительства и так далее. Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и на каждого учащегося общей формы обучения. Аспиранты, ординанты, студенты, курсанты в возрасте до 24 лет. На первого и второго ребенка налоговый вычет равен 1400 рублей. На второго и последующего ребенка 3000 рублей. На ребенка-инвалида 3000 рублей тоже. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Легко ли быть молодым учителем в современной школе? В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать время на уроки, логично выстроить последовательность уроков, отсутствие взаимопонимания с коллегами. Вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих учителя-новичка. В профсоюзе понимают, что молодым учителям нужна поддержка наставников. Специально для них выпускается учебно-методический материал. Им также полагается надбавка к заработной плате. Учитывая все их интересы, даже создан Совет молодых педагогов. Ну и в довершение ко всему, 2015 год в профсоюзе объявлен Годом молодежи. Ламара Мусаева уже 6-й год преподает английский язык и 3-й год руководит первичной организацией Грозненской школы номер 38. Коллеги знают, что могут обратиться к ней с любым вопросом, а руководство убедилось в том, что она готова идти на конструктивный диалог. Я насчет нашего постановления о новой системе оплаты труда возникли некоторые вопросы. Хочу отметить хорошую работу профсоюзного комитета в школе. Они в основном, конечно, созданы для поддержки интересов трудового коллектива. Конфликтные вопросы мы, конечно, разрешаем совместно. Хочу отметить, конечно, и активную работу председателя профсоюзного комитета Мусаевой Ламары. Она действительно грамотный работник, активно участвует в жизни школы, и ни одни педсоветы у нас не проходят без ее выступления. Профсоюз – это хороший помощник для любого директора. Члены профсоюза обычно ко мне обращаются с различными вопросами и по юридической части, и по материальной части. Но в основном бывают вопросы по заработной плате, по начислению заработной платы. Но эти вопросы решаются очень легко. Я подхожу к директору нашей школы, мы созваниваемся с главным бухгалтером. По ошибке главного бухгалтера бывает произведена какая-то недоплата, и этот вопрос решается в пользу члена профсоюза. Ламара Мусаева возглавляет Совет молодых педагогов Ленинского района совсем недавно, с 2014 года. Но свою работу знает и, по словам коллег, помогает им порой и с личными бытовыми проблемами. В семье Заремы Асхабовой случилась беда. Пожар унес все их имущество. Коллектив школы помог, чем смог. И, конечно же, профсоюз оказал материальную помощь. В прошлом году, в апреле месяце, у нас сгорела наша квартира, сгорело все имущество. Были мы очень растеряны.
К нам приходил наш коллектив, и Ламара была там. Они видели наше состояние, в каком мы состоянии. Там же на месте Ламара посоветовал мне обратиться в профсоюз, написать заявление о материальной помощи. Через несколько дней помощь была нам оказана, она была очень кстати. Хочу поблагодарить и профсоюз, и Ламару за эту помощь. И вообще у нас Ламара активная во всем, как и в материальной, так и в юридической помощи. Любой вопрос она у нас решает. Учитель технологии Рукият Амирханова, как и многие, не любит брать в долг деньги, и банковский кредит ничем не лучше. В таких случаях педагог, член профсоюза, может обратиться в фонд социальной поддержки учителей, что она и сделала. У каждого из нас бывают жизненные проблемы. У меня дочка выходила замуж, мне еще дополнительно нужны были деньги. Я пошла к Ламаре, и Ламара мне посоветовала взять в СПО кредит. И кредит беспроцентный. И с моей зарплаты автоматически с бухгалтерии перечисляется, и мне нету проблемы ходить туда, платить, ездить в банк. Не всегда хочется брать долг у соседей, у родственников тоже. И ФСПУ очень помогает, вот в этом он нас очень хорошо выручает. В общем, работы у Ламары хватает: учить детей, помогать коллегам и руководить советом молодых педагогов. Она успевает все. Конечно, предстоит сделать очень много, и сделано мало за этот период. Этот год объявлен годом молодежи, и Риссовет разработал массу мероприятий, конкурсов, которые должны проводиться в этом году именно с молодыми педагогами и с молодыми специалистами. Чтобы молодой педагог проявлял себя не только в профессиональной деятельности, но также и в творческой. Какой он будущий учитель? Чему он сможет научить новое поколение учеников? В профсоюзе решили найти ответы с помощью конкурса среди учащихся педагогических колледжей. Смотрим сюжет. Рад приветствовать вас на втором конкурсном задании, которое называется «Публичное выступление». Сегодня в ходе вашего выступления, я надеюсь, жюри увидит и оценит умение современных студентов разбираться в профессии учителя и указывать свое направление в дальнейшей работе. В Грозном завершился длившийся 3 дня предварительный этап конкурса «Будущий учитель», организованный профсоюзом образования. Участникам, а это были учащиеся педагогических колледжей Грозного и Гудермеса, было предложено представить на суд жюри свои эссе, которые они должны были написать за 45 минут присутствия экспертов. И тему для сочинения, в чем сходство учителя и дрессировщика, они узнали непосредственно в аудитории. На второй день конкурсанты зачитывали перед строгим жюри заранее подготовленные ими доклады, в которых отразили свое видение роли и значения профессии современного учителя. Ну а 3-й день конкурса прошел в формате викторины, в рамках которой члены жюри старались получить от конкурсантов ответы на самые злободневные вопросы общественной жизни, методики обучения и воспитания детей в школе. Свое выступление я хочу начать со слов русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Вся школа, вся педагогика – это прежде всего учитель. И я согласна с этим мнением, ведь учитель – это человек, способный создавать условия для развития интеллектуальных способностей у учеников. Ты сказала, что обязательно в школе нужно внедрять информационные технологии. Да. Вот будучи учителем начальных классов, как ты видишь это, что ты будешь внедрять? Учителю начальных классов в первую очередь стоит внедрять такие технологии, потому что дети, у них как, они видят глазами, их нужно заинтересовать, поэтому им нужно показывать различные презентации, картинки, видео, чтобы им было интересно. На предстоящей в конце марта конференции молодых педагогов жюри в торжественной обстановке объявят результаты конкурса. Его победители ждут награды, а лучшие из лучших получат гранты профсоюза образования в виде ежемесячных денежных доплат к стипендии в течение всего предстоящего года. В профсоюзе подчеркнули, конкурс показал определенное мастерство, целеустремленность большинства его участников, достичь необходимых высот в избранной ими профессии, творческий потенциал ряда молодых педагогов. Но одновременно он высветил и некоторые проблемы подготовки педагогических кадров, над решением которых еще предстоит поработать. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте риссовет.ру. До новых встреч. Адикелш.